На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Амшикшара. Здравствуйте. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 458 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 106 из них. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится на лечении 137 человек. У 118 из них диагноз COVID подтвержден. В тяжелом состоянии 26 человек, 40 пациентов средней степени тяжести. Общее число выявленных и заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4058 человек. 36 летальных случаев. Выздоровели 2071, включая лечившихся амбулаторно. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. Первые 3 пациента, выписанные утром в среду из российского военного госпиталя, расположенного на территории пансионата Айтар в Сухуми. В течение дня выписали еще 4. С уже бывшими пациентами мобильного госпиталя пообщалась Эсма Голанце. С 20 октября российский военный госпиталь принимает пациентов с коронавирусной инфекцией. В среду с утра 3 из них возвращаются домой, к родным. Лада Харитонова работала санитаркой в Гудаутской ЦРБ, где и была инфицирована коронавирусом. Самостоятельное лечение на дому только ухудшило ее состояние, поэтому Ладу доставили в мобильный госпиталь. Меня привезли сюда, я не узнавала людей. Мне казалось, что у меня и зрение, и голова кружится, я не понимаю, вялая. Мне так было нехорошо, кроме пить я ничего не могла. Я думала, что я в таком состоянии очень долго пробуду. Вы знаете, на вторые сутки они меня реанимировали. Они круглые сутки в этих формах, они постоянно наготове, у них постоянно вся аппаратура на руках. Если кто-то задыхается, они тут же подходят, проверяют человека досконально, и кислород, и сатурацию, и температуру, и давление. Вы знаете, когда над тобой стоят 2-3 человека, и каждый под контролем, а их 50 человек, это такая уверенность, вы понимаете? И вот эта забота, чтобы правильное питание, вовремя принять лекарства, чтобы отдыхали, чтобы чисто был порядок. Вы знаете, это дорогого стоит. Замиру Берзения в госпиталь направил лечащий врач. И сегодня она с благодарностью отзывается о медиках, оказавших ей помощь в трудную минуту. Здесь очень хорошее внимание нам делают. Прям передать слов нету. Каждые 10 минут они возле нас стояли, врачи. Хочу еще отблагодарить наше руководство. Огромнейшее им спасибо, что они насчет питания, насчет всего большое внимание они дали Абхазии. Скажите, какие у вас планы сегодня? Вот вы выздоровели, такой первый день. Ой, внуков увидеть, своих внуков, семью первым долгом и отдых. Буду стараться отдыхать побольше. Военные медики принимают пациентов в круглосуточном режиме. В среднем за сутки в госпиталь поступает от 3 до 6 среднетяжелых и тяжелых больных. Сначала они попадают в приемное отделение, расположенное в одной из медицинских палаток. Затем, после осмотра, их распределяют либо в инфекционное, либо в госпитальное отделение. Выписывают пациентов после 2-кратных отрицательных анализов на коронавирусную инфекцию. После повторного анализа ПЦР, который показал 2 отрицательных результата, и практически 100% улучшение на снимках флюорографии органов грудной клетки, было принято решение о их выписке. Госпитальное отделение готовится на выписку 4 пациентов сегодня. К концу недели выписка уже будет в плановом порядке. Начнем выписывать. На данный момент в инфекционном отделении госпиталя находится 26 пациентов, а всего в госпитале уже после выписки 7 продолжат лечение 50 больных коронавирусной инфекцией. Эсма Голанзе, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. В Тхорчалском районе до недавнего времени не было ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. И сейчас санитарно-эпидемиологическая ситуация в районе одна из лучших в республике. Как известно, идет капитальный ремонт Тхорчалской ЦРБ. Но врачи все же нашли возможность принимать и тестировать пациентов на месте. О том, как в городе-герое организованы прием и лечение больных COVID-19, расскажет Гугут Саварданя.
До 1 сентября в Ткварчалском районе не было ни одного случая заражения COVID-19, но, к сожалению, со временем ситуация изменилась. Почти за 2 месяца коронавирусной инфекцией здесь заболели более 150 жителей. В Гудаутский ковид-центр были направлены 20 человек. В мобильный госпиталь в Айтар 2 пациента средней степени тяжести. Выздоровело 47 человек. Как известно, сейчас здесь идет строительство больницы. На это время медперсонал Ткварчалской ЦРБ перешел вот в это небольшое здание. Мы планируем в течение 10 дней открыть стационар в строящемся здании в поликлинике на 15 коек. Руководство страны нам помогает в приобретении коек, инвентаря, оборудования. Минздрав нам выделил медикаменты для пациентов, антибактериальные препараты, противовирусные препараты, антикоагулянты. У нас все это есть, и мы готовимся к открытию стационара на 15 коек. Минздравом также были выделены экспресс-тесты на антитела. По получению, второго теста отрицательного мы проводим пациентам, экспресс-тест на антитела. У 5 пациентов уже мы провели такой тест, где были и иммуноглобулин М, и G. Анализы на ПЦР здесь можно сдать с 10 до 2 часов дня. После завершения забора все биоматериалы отправляют в республиканскую лабораторию СЭС. Здесь, в бывшем инфекционном отделении Ткварчалской районной больницы, принимают больных с подозрением на COVID-19. Всего в день тестирования на коронавирусную инфекцию проходит около 35 человек. Всего в районе на сегодняшний день 82 заболевших COVID-19. Сейчас мы записываем наш амбулаторный журнал тех больных, которые сегодня приняли в ковидном комнате. То есть контактных, повторных, которые приходили, тех всех записываем больных. Сегодня, я вам скажу, 39 человек. Но здесь входит и первичные, и повторные. К людям, которые не могут прийти и самостоятельно сдать тесты, на дом направляют лаборанта, который берет ПЦР-анализы, а также консультирует больных. На стационарном лечении здесь пока нет пациентов, но созданы бригады, состоящие из врачей и медсестер, которые также выезжают на дом к больным 2 раза в день. Ставят капельницы, делают уколы, измеряют сатурацию и оценивают состояние здоровья больного. Только после этого медики решают, перенаправлять больного в ковид-госпиталь или продолжать амбулаторное лечение. Есть и те пациенты, которые приходят в больницу несколько раз в день и проводят необходимые процедуры. На данный момент у нас есть такой один кабинет ковидный, куда может пациент прийти и манипуляции утром и вечером, которые назначены доктором, получить в нашем инфекционном отделении, в котором мы сейчас принимаем ковид-положительных пациентов. Медперсонал больницы уделяет внимание каждому, кто обратился за помощью. Несмотря на то, что здание небольшое, здесь есть 2 входа для заболевших коронавирусной инфекцией и пациентов с соматическими заболеваниями. Работает рентген-аппарат. Гугут Савардания, Михаил Буратухин, Абхазское телевидение. В инфекционной больнице Сухума введен в эксплуатацию дизель-генератор, который запускается автоматически при отключении электричества. В инфекционной больнице с 13 октября принимают больных коронавирусной инфекцией. Лечебное учреждение обеспечено необходимыми медикаментами. При посещении больницы мэр Сухума обещал поставить дизель-генератор, чтобы на случай отключения света больные COVID-19 не оставались без необходимых процедур. Все наши аппараты кислородные, они на электрическом питании. Это не проточный кислород, а именно электрические. После отключения они перестают работать. И представьте себе состояние больного, которому это нужно, и в момент выключения, в каком он состоянии находится. Естественно, это ухудшает и качество лечения, и все остальное. Были у нас такие случаи несколько раз, выключали на какое-то время. Естественно, в этот момент наши больные ухудшались до включения, потому что, соответственно, перестает работать, перестает подача кислорода. Помимо этого еще лабораторное оборудование, оно же все тоже практически, многие анализаторы электрические, и работа тоже останавливается. Помимо этого, освещение, отопление, кондиционирование и все остальное. Безусловно, облегчает, безусловно, тем более на носу у нас холодная погода, зима, осень поздняя, тем более, наверное, чаще будут выключать свет, и тут, как говорится, как раз очень-очень было необходимо, и слава богу, благодаря главе города, заму, они буквально в течение нескольких дней нам организовали это все.
По просьбе сотрудников главного врача инфекционной больницы и по указанию главы администрации в течение нескольких дней был приобретен дизель-генератор и установлен. Сегодня он был введен в эксплуатацию. Значит, дизель-генератор рассчитан для обеспечения всей инфекционной больницы при полной загрузке. Его мощность составляет 80 киловатт. Это сполна, значит, потребностям инфекционной больницы хватает. Бесперебойная работа этого дизель-генератора 24 часа, то есть целый день он может обеспечивать бесперебойным электричеством нашу инфекционную больницу. При отключении электричества дизель-генератор в течение 15 секунд электричество подает в здание инфекционной больницы. Помимо этого, еще в ближайшее время главой администрации даны указания по решению других технических задач для более благоприятной работы инфекционной больницы. В Гудаутском ковид-центре сохраняется непростая ситуация. Количество пациентов растет. Вместе с этим увеличивается нагрузка на медиков, которые круглосуточно борются за жизнь и здоровье больных коронавирусной инфекцией. Врач-онколог Анри Кайтан сейчас находится на дежурстве в госпитале. С ним по телефону побеседовала генеральный директор АГТРК Ирина Агарба. Смотрите интервью в рубрике «Амшукшара Яцу» после выпуска новостей. А сейчас небольшой отрывок из него. Конечно, компьютерная томография нам очень полезна, она более информативна, чем рентгенологическое исследование, но это отсутствие компьютерной томографии для нас не критично, потому что рентгенологические исследования для нас тоже достаточно информативны. Компьютерная томография чем отличается от рентгенологического исследования? Там очень точный подсчет идет процента поражения легких. Подсчет процента поражения легких на состояние не всегда влияет, понимаете? То есть бывает у некоторых пациентов при поражении 50-60% площади легких состояние может быть очень личное, удовлетворительное. А у некоторых при 20% они попадают в реанимацию. То есть такие цифры производят впечатление на людей, начинается паника. Это все имеет значение только в совокупности с состоянием, в совокупности с параметрами дыхания, в совокупности с кислородным насыщением крови. Поэтому компьютерная томография нужна не для амбулаторных пациентов. Компьютерная томография нужна нам здесь, в ковидном госпитале. В Сухуми простились с государственным и общественным деятелем республики, заслуженным лесоводом Абхазии, кавалером ордена Махтепша второй степени Пачем Барцыц. Пач Харитонович еще в начале 70-х годов прошлого века пришел в Абхазский обком комсомола инструктором. В его ведении были вопросы сельского хозяйства. В разные годы занимал должности первого секретаря Очимчирского района, райкома партии и первого секретаря Ткорчалского горкома партии. До начала Отечественной войны народа Абхазии был министром лесного хозяйства. После войны работал советником, а затем заведующим сельхозсектором Кабинета министров. В 2004 году вновь вернулся к своей профессии и работал инженером госуправления лесного хозяйства. Пач Барцыц был одним из лидеров Коммунистической партии Абхазии. Провожаем последний путь Барцыц Пач Харитоновича, за плечами которого большая комсомольская, партийная и хозяйственная работа. Пач Харитонович всегда заботился о своих сотрудниках, знал дни рождения каждого из нас и всегда уделял всем внимание. Пач Харитонович имеет правительственные награды, 2 ордена «Знак почета», медаль за доблестный труд, почетную грамоту Президиума Верховного Совета Абхазской ССР, является кавалером ордена Ахзепша второй степени. В 2015 году ему также было присвоено почетное звание «Заслуженный лесовод Республики Абхазия». Светлая память о Паче Харитоновиче навсегда останется в сердцах тех, кто его знал.
Электроснабжение Абхазии зависит от стабильной работы Ингурской гидроэлектростанции. Сама плотина находится на территории Грузии в Джварском районе. Во вторник водохранилище посетили генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Михаил Логуа, главный инженер Тимур Кация и технические работники и предприятия. Вместе с ними плотину посетили и наши корреспонденты. Репортаж Даура Инапшпа. Джварское водохранилище входит в единый комплекс Ингурской гидроэлектростанции. Генеральный директор республиканского унитарного предприятия «Черноморэнерго» Михаил Логуа совершил рабочую поездку на плотину для изучения состояния гидроузлов. Его сопровождали абхазские энергетики и ответственные сотрудники гидроэлектростанции, которая находится на территории Абхазии в Галском районе. На встрече со специалистами Михаил Логуа обсуждал вопросы перетока электроэнергии в Абхазию на время зимнего периода, а также на время проведения реабилитационных работ на плотине и в самой гидроэлектростанции. Недавно, как вам известно, был визит рабочей группы в Российскую Федерацию, в город Москву. Сегодня ситуация на водохранилище, уровень воды низкий. В лучшем случае с 1 декабря нам придется воспользоваться перетоком. В связи с этим сегодня были проговорены и проработаны технические вопросы при его наличии этого перетока. И хотелось бы сказать, что сегодня уже есть какие-то очертания того, как пройти эту зиму с наименьшими издержками. Никогда еще не было таких высоких нагрузок, никогда еще не было таких погодных условий. Более того, как всем нам известно, в этом году Ингургэс становится на ремонт. Все эти вопросы вместе взятые, они требуют очень серьезных усилий от всех от нас, для того, чтобы хоть какие-то найти способы перезимовать. Ничего у нас не получится, если каждый из наших потребителей, начиная с коммерческих, не будет строго следовать и руководствоваться тем нашим рекомендациям, а даже не рекомендациям, а требованиям по потреблению объемов. Во время встречи также обсуждались и технические вопросы перетока электроэнергии и проведения ремонтных работ. Вот эти схемы перетока до остановки, количество схем технически, это не просто было решать. Вот мы сели здесь с техническими работниками, все обсудили, пришли, в общем-то, к общему мнению и нашли решение. Ремонтные работы на гидроэлектростанции намечены на начало следующего года. Самая главная проблема – это остановка Ингургэс с целью ремонта напорного туннеля. Намечено выполнить эту работу в середине, с 15-20 января до первой декады, включительно первой декады мая. На сегодняшний день уровень водохранилища составляет 478 метров, что на 30 метров меньше, чем в прошлом году. В киловатт-часах это около 200 миллионов киловатт-часов. Это эквивалентно 20 дней потребления Абхазии в зимнее время. В настоящее время московские инженеры изучают состояние гидроузлов, а представители голландской фирмы ведут подготовительные работы по очистке плотины от ила. Даур Инапшпа, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. С момента открытия границы Абхазию посетили более 600 тысяч туристов. Это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, в нынешнем году заметно вырос внутренний туризм. Об этом рассказал министр туризма Теймураз Хишба на пресс-конференции, посвященной итогам прошедшего туристического сезона. В этом году Рицинский национальный парк приятно удивил нас посещаемостью. Значит, Рицинский реликтовый национальный парк. В 2020 году его посетило 283 598 человек. В прошлый сезон, то есть в 2019 году, Рицинский реликтовый национальный парк посетило 175 657 человек. Я думаю, невооруженным взглядом видна разница. Мы работали всего лишь над данными 3 месяца, но более чем на 100 тысяч Рицинский национальный парк посетило больше. Скажу в цифрах. Значит, в 2019 году прибыль составила 57 миллионов 779 200 рублей.
В 2020 году 95 миллионов 826 тысяч 800 рублей. Я хочу подчеркнуть, граница Абхазии была открыта с 1 августа. Ну, вы понимаете, то, что первая неделя это была неделя раскачки. Вот. Скажу более, такие объекты, как Рицинский национальный парк, посещаются и по сегодняшний день. То есть эта цифра, безусловно, вырастет. Полную версию пресс-конференции министра туризма Теймура Захишева смотрите в нашей программе. Порядка 100 миллионов рублей недополучил городской бюджет за 9 месяцев текущего года. Этот вопрос, а также ситуацию с собираемостью налоговых платежей обсудил глава администрации города Сухум-Бесланыш с начальником инспекции Министерства по налогам и сборам по городу Сухум Автандилом Джинджолием. Подробности в репортаже пресс-службы столичной администрации. За 9 месяцев 2020 года исполнение планов по налогам и сборам составило 88,9%. В условиях пандемии коронавируса это неплохой показатель, отметил мэр Сухума Бесланыш. Общий объем налоговых платежей, поступивших в бюджет города, составил более 995 миллионов рублей при плане 1 миллиард 97 миллионов рублей. Около 676 миллионов поступило в городской бюджет от общих поступлений по городу при плане 760,5 миллионов рублей. Бесланыш отметил, что усилиями служб города удалось выполнить все социальные обязательства, в первую очередь по заработным платам и по выплатам пособий. Процент исполнения порядка 88% общих платежей. В принципе, я считаю, что в данное время, с учетом ситуации, которая есть, введенные ограничения с марта месяца, далее сейчас еще введены определенные ограничения, которые в некотором смысле снижают экономическую активность и вообще действия предпринимательского сообщества. Но вам все-таки удалось выйти на, я бы сказал, в данное время хорошие показатели. Хочу вас поблагодарить за то, что вашими усилиями, нашими общими усилиями нам удалось выдерживать все социальные обязательства. В первую очередь, конечно, по заработным платам, по выплатам пособий, ну и других вопросов, которые постоянно возникают в администрации города. Спасибо вам большое, спасибо коллективу городской налоговой службы. Начальник налоговой службы города Автандил Джинджоли поблагодарил мэра за оценку работы и проинформировал о прогнозах на конец года. Сложный период для выполнения плановых показателей. Он считает, что при сложившейся ситуации хорошим показателем будет выполнение плана на 92-93%. Спасибо за оценку нашей работы. Это общий, как говорится, и администрация города, и Министерство по налогам и сборам. С учетом того, что граница была открыта в августе месяце, в сентябре наблюдается положительная динамика. Соответственно, при плане 130 миллионов поступления на 99% были выполнены. По октябрю при плане 189 миллионов рублей у нас поступление на сегодняшний день 209 миллионов. Это сложилось в результате того, что и налог на прибыль, который по итогам 9 месяцев он поступает в октябре месяце. Спрогнозируем, в декабре месяце будет спад, я думаю. Потому что и меры ограничительного характера, которые приняты были уже, как говорится, в этом месяце, и сама экономическая ситуация, я думаю, если мы выйдем на плановые показатели, где в порядка 92-93%, то, думаю, это будет хороший показатель. Мэр вручил благодарственное письмо коллективу инспекции Министерства по налогам и сборам по городу Сухум за реализацию поставленных задач и достигнутые показатели пополнения столичного бюджета в условиях пандемии коронавируса. Ваша слаженная работа с предпринимателями как раз-таки говорит о том, что делается все возможное. Да? И хотел тут же, пользуясь случаем, поблагодарить, и можете передать, я сам много общаюсь с предпринимательским сообществом, вот, знаю, как у вас налажены отношения, хочу их тоже поблагодарить, это тех, кто в это сложное время и вовремя платит налоговые платежи и все остальные обязательства несет. Пользуясь случаем, и я хотел бы передать благодарность вашему коллективу, в вашем лице за успешное исполнение итогов 9 месяцев. Передайте огромное спасибо от имени администрации за плодотворную работу. Надеюсь, что и дальше у нас сложатся такие хорошие рабочие отношения. Спасибо.
От души поздравляю. Спасибо, Беслан Федорович, за оценку нашего труда. Это на самом деле. Автандил Джинджоли заверил мэра, что сделают все возможное, чтобы социальные обязательства перед горожанами были выполнены. Сделаем со своей стороны все возможное, чтобы те социальные обязательства, которые есть у города, чтобы они были выполнены. Удачи, успехов. Спасибо, и того, спасибо. Главной задачей инспекции по городу Сухум является работа по ликвидации образовавшихся недоимок по налоговым платежам в бюджет. Мадина Абганба, Давид Авицба, пресс-служба администрации города Сухум. Сухумский водоканал сообщает, что 29 октября в связи с проведением ремонтных работ с полуночи до 20 часов вечера по всему городу будет прекращена подача питьевой воды. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению гидрометцентра, в четверг в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 9-14, днем плюс 21-26, температура морской воды плюс 20 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.